Фотографии, документы, письма с фронта, боевые награды, военная атрибутика и личные вещи. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка «Дорогами Победы», посвященная 76-й годовщине окончания войны. Она рассказывает о подвигах крымских татар, которые отважно сражались на фронте. Сотрудники музея находятся в постоянном поиске, и здесь появляются новые фотографии, новые имена людей, которые участвовали в освобождении нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Это первое. И второе новшество на этой выставке, то, что благодаря нашим коллегам, куратору этой выставки, Базиру Чачи, здесь мы смогли показать по участию крымских татар, именно разбить по фронтам. То есть на каких фронтах, в какой период, кто из наших соотечественников принимал участие в Великой Отечественной войне, в этих боях, и каким образом отличился. На выставке представлены фотографии фронтовиков из числа крымских татар-разведчиков, партизан, подпольщиков, полных кавалеров Ордена Славы, героев Советского Союза и тех, кто не получил это звание по национальному признаку. Данный раздел, показывающий участие крымских татар в самом начале войны, 1941-1942, наиболее тяжелый период для Советского Союза. Те, кто всеми силами пытался хотя бы задержать врага, как, например, Эмир Люманович Люманов, первый крымский татарин, представленный к званию Героя Советского Союза. Всего к званию Героя Советского Союза среди крымских татар было представлено свыше 20 человек, 4 дважды. Особое место на выставке занимает материал, найденный в ходе поисковых работ. Как, например, награды Аблаева Сейджемиля, который награжден не только за взятие Берлина, за боевые заслуги, за трудовую доблесть Отечественной войны первой степени, за победу над Германией и прочими наградами. И что самое интересное, по данным Обобщенного банка данных «Мемориал» и «Подвиг народа», данный человек, мы никак не можем найти соответствие с ним по месту рождения, годам жизни. И тем не менее, вот такой создается как прецедент, что награды есть, а человека в официальных данных, возможно, пока что нет. Заслуги крымских татар в борьбе с фашизмом не спасли народ от депортации, долгое время замалчивались, тогда как тысячи крымских татар отдали свою жизнь, чтобы защитить родину. Участвовали в освобождении Европы от захватчиков, были образцами героизма и стойкости. Мы должны помнить историю своего народа, участие крымско-татарского народа в Великой Отечественной войне, его заслуги. Поэтому популяризация вот этой тематики, которая долгие десятилетия не отражалась вообще в советской историографии, а потом уже и в других историографиях. И на этой почве появляется огромное количество мифов, просто абсурдных мифов. Для того, чтобы бороться с этими мифами и развенчивать эти мифы, необходима научная работа, выставочная работа. И музей крымско-татарский сегодня эту работу выполняет. Выставка «Дорогами Победы» в Крымско-Татарском музее будет работать до конца июня.